В минувшие выходные жильцы дома по улице Кузьмина, 26, чуть не остались без крова. Деревянное здание вспыхнуло за считанные минуты. Как говорят сами жильцы и подтверждают эксперты, причина – поджог. Подробнее об этом Виталий Абрамов. Огонь начался отсюда, да? Вот он, так что остальные. Пожар начался около 5 часов утра, когда все жильцы дома спали. Благо, их разбудила спецтехника, которая прибыла на тушение соседнего расселенного дома. Несмотря на мгновенно прибывшие наряды пожарных, деревянный дом 62-го года постройки вспыхнул как спичка. В результате пожара в нем повреждена второй подъезд и входная дверь квартиры номер 12 на общей площади 50 квадратных метров. Причиной пожара предположительно является поджог. Эту же версию подтверждают и жители спасенного дома. Буквально пару месяцев тому назад здание было признано аварийным и по программе расселения стал на 21 год. С той стороны, с 10-й квартиры, у нас выпадает стена. Жильцы дома начали бить тревогу. Мы, значит, добились в итоге акта об аварийности. Но нас предупредили, что теперь вы ожидайте поджога. И это конкретно был поджог. Загорелась вот дверь снаружи. Но это только полбеды. Теперь жители уже третьи сутки продолжают жить в отключенном от всех коммуникаций насквозь мокром аварийном доме, так как большинству, в том числе и малолетним детям, просто некуда идти. Вызвали водовозку, но они вон приехали, устранили вот то, что только провели в одну комнату, холодную воду. Уже обратились к ним. А насчет пушки, чтобы подъезд высохнуть, чтобы высушить надо подъезд, чтобы провести электричество. Они еще этого не сделали. Диван весь залили. Вот для гостей маленький диванчик, что если кто-то придет с ночевкой, более-менее сухой, чудом остался. Я вот на нем сплю в одежде, под одеялом. Холодно потому что. Мало того, в их дом начали наведываться мародеры, и жильцам пришлось организовывать дежурство. Вот я первую ночь дежурила с 2 детьми, ходила через каждый час. Я постоянно вот. Он вообще постоянно вот. А холода уже начинаются. На сегодняшний день выселен один пожилой мужчина с инвалидностью. Судьбу же самого дома и его жителей будут решать только завтра. Уже конкретно, что мы будем делать, запускать этот дом или действительно будет смысл его расселять. У нас были такие варианты с 25-м на Кузьмина 25, там недалеко дом. Там просто один подъезд тоже выгорел, его отсекли и запустили все-таки один из подъездов в зиму. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.